Ну, если боятся, значит это рано вот это расплавится тогда. Дагестан, все это вот зайдет, разобьется и все. И сейчас вот идея единения, а наш Путин, он же тоже сколотил Россию довольно-таки, да, такой рукой, вот, да. Я не знаю, что лучше. Ну, силой же не оставишь, не может управлять долго, вот скажем. Империя, ну сколько можно так? Ну да. Вот у нас, например... С Медведевым не перессорятся. Да, Талузский культурный вот центр. попробовал их поссорить, и что вышло из этого? Все люди. И, Александр, Не боги. да, а что вы, вот сейчас наши талуши, которые проживают в Азербайджане, ну, однозначно будет день, и телевидение тоже будет наше, покажет вас, и все эти эпизоды. Вот что вот нашим талушам, что молодым поколениям, вот они сейчас в России, за границей, везде их, они создали свои сайты, форумы. Сейчас на самом деле какой-то есть, можно сказать, талузский вот диаспора такой, особенно молодые. Сейчас молодые талуши женятся здесь. Вот многие, которые друг друга семьи, уже какое-то второе, третье поколение пошло. Вот и естественно, они слушают вас. Вот что вы, как специалист по талушеведению, который знает не только языка, культуры, быта этого народа, что вы им советовали? Особенно многие талуши здесь стали русскими уже, стали другими нациями, то есть иногда забывают свои языка. Нет, я, конечно, им не советовала забывать свой язык, и свою родину, и свою историю. И свою лаванги, наверное. Да. Да. А вы лаванги помните? Нет. Не помню. Боже мой. Вот в следующий раз поручение талуша. Надо лаванги. Вот пригласите. Вот, а вы ходите вот так на улице, можно вот он с машиной, вот отвезет вас к себе домой и вот все талузской кухни вспомнить. Нет, у меня тут такое предложение есть. Если Лилия Александровна согласна, если у нас будет какое-нибудь мероприятие, мы можем вас забрать в это мероприятие? Ну, как нет? Ну вот, почему нет? Ну, потому что я, как это сказать, рак отшельника, я живу вот, да. Ведь сколько мне лет, как пошутила моя внучка, молоденькая Женя, говорит, моей бабушке 18 лет. Сами понимаете, сколько. Переставила циферки, да. Вот моего шефа 105 лет, 106 лет, ну идет, ну если приглашают. Ну это вообще единичные экземпляры, конечно. Но вы тоже наша единичная талышка. Да. Не талышка, не леска. Мамулька у меня прожила тоже довольно долго, хотя у нее много было болезней, как врачи сказали. Нет, Лилия Александровна, мы все равно вас пригласим. Это наше упущение было, что мы до сих пор с вами не налаживали отношения. Теперь это уже в прошлом. Нет, спасибо вам большое за честь, за уважение. А тогда придется, Мазафер, тогда, знаешь так, я думаю, что придется готовить эти талузские кухни, и вот, пожалуйста, сюда Лилия Александровна. Нет, нет, в первую очередь мы постараемся, чтобы Лилия Александровна с собой взять. Похитим мы ее. Ну она видит, вот она, я не хочу, вот и все. Дальше будем думать. Нет, я вообще по жизни дезертир. Если я вижу напряженку какую-то, я ушки на макушке и в кусты. Ну что, ну вот такой характер. Это даже внучечка мне говорит, бабулечка, а ты трусишка. Я говорю, а ты что думала? Да, вот. А говорят, храбрец это тот, кто свою трусость победил. Лилия Александровна, вот я тоже учился в России, вот здесь защитился, кандидат наук стал и так далее. Вот я много так, русские народы, разных характеров, да, людей. Но, откровенно говоря, как вы, например, таких улыбчивых, такой приятных, такой очень милая, таких людей очень редко. Светлых людей. Очень редко. Я не потому, что это говорю. На самом деле, приятно с вами сидеть, приятно с вами разговаривать. Как вы думаете? Мне приятно с вами. Нет, это на самом деле... Вы просто, можно сказать, меня ласкаете? А как же человек иначе может ответить? Это может быть от того, что вы долго жили какое-то время в Талушах, или это играл какую-нибудь роль, или это было с детства? Я думаю, что это, да, это гены, наверное.
у меня родители добрые были, и мама, и папа. И поэтому Талуш влюбился в нее. Это, наверное, в характере сходства, да, Талушский и ваши Мама характеры. вообще-то у меня вспыльчивая была, она горячая была, да. А вот папа очень спокойный, да. Вы папу вашу. Потом Наверное, уровень, папа, да. знаете, образования тоже много значит. Нет, в детстве я была обычная девочка. Все-таки бегала, прыгала и русская всё такое. интеллигенция. Да. Это тоже, кстати, это вот это очень огромная русская, советская, тем более школа. Элита. Элитная Ну, школа. нет, Это я не люблю лингвистика. слово элита. Оно, Да. мне Нет, кажется, да. интеллигентная Да. элита, а не политика. Есть политическая элита, есть интеллигентная элита. Это вот именно художники, академики. Вот я вчера ученые. послушала, мне тут моя знакомая говорит, послушай, как это НТВшники какие-то. Ну да, Не есть смотрели Про такое. слово Лукашенко? такое? Про Лукашенко? Нет, вот вчера была. Я первый раз эту передачу НТВшники? слушала. Да, там Антон Хреков вел эту передачу. 22:40 она должна была начаться, но она немножко запоздала. Вот, и там, знаете, они так все орали, так спорили, так вообще. Или там, например, значит, самые знаменитые люди нашего времени, вот Москвы, например, и России, это Ксюша Собчак и Алла Пугачева. Знаете? И там одна русская актриса была, взяла когда слово, она говорит, я не очень люблю Ксюшу Собчак. Вернулась на нее, совсем ее не люблю. А эта Ксюша, это самая, улыбается. Это вот русская пословица, плюй в глаза, а он божья роса. Она совершенно вот спокойно смотрит. У Талышей говорят, как это, Дим, кирпич что-то, вот, Дима, кирпич. Кирпичадим. Кирпичадиме. Кирпичадим, да. Вот у нее такой совершенно, она ни на что не обижается. Вот такая какая-то надо. Кирпичадиме. Я думаю, что зачем мне все это смотреть, не буду я смотреть. Пусть Я она сам, живет как еще хочет. говорят, что Москва город наглых. Да, К сожалению. Да, всё верно. Еще давно до революции говорили Москва, слезам не верит. Вот Да, это. да, а я вообще все-таки, знаете, вот когда первый раз вот в Самарканд приехала, у меня тогда было 19 лет, вот, и меня поразила ласковость в отношении детей. Вот я знала, что мои родители меня любят, но они не были особенно ласковыми. Они там лишний раз не поцелуют, не погладят, ничего. Какая-то вот строгость была в отношениях. А вот южане, они ласкают детей. Ну, не все, правда. Вот осетины, там у них мужчина вообще, Жёсткий. да, он не должен брать ребенка в руки, это унижает его мужское Это у нас тоже достоинство. там. Тоже, У да? нас тоже, да. Тоже при родителях. Да. А вот таджики очень нежные с детишками, прям такие ласковые. Все-таки иранская культура. Ну да, таджики, они по культуре древнее Древние, русских, иранские, да. древнее Шахнамы, когда было А написано. вы там чем занимались в Самарканде? А мы, это была такая, знаете, Студенческая. ну да, практика языка. Практика, Да, все ясно. Да. да. Но таджикский мне плохо давался. Что-то он меня напугал сразу. У них такая напевная, очень тягучая манера говорить. Вот москвичей, они да, тянут, а петербурги говорят более так вот отрывисто. Ну, в общем, такие диалектные отличия. Вот Дарье мне больше понравится, он какой-то такой суши. Чёще, да? Почёще, да, почёще говорят. да. Ага. Мгм. Ой, сколько вы сегодня Да, да, на самом деле, Александр, вот я тоже, мы округляемся, вот такой вопрос. Все-таки советские времена возьмем, да, и сравним вот с сегодняшним днем. Что вы скажете, вот какую разницу вы видите тех годов вот, изучения народов, их отношений и сейчас? Вот. Ну, я не знаю, я человек, так сказать, невеликий, и я просто, ну вот в школе, когда училась, у нас совершенно было безразлично, кто какой нации. В нашем классе училась и таджичка, одна девочка, из Тувы тувинка училась, евреи были, татары, русские. Никто никогда на эту тему совершенно не задумывался. Вот мое поколение. Хотя сейчас вот говорят интернационал, он, мол, всех губит, потому что там пролетарии всех стран, соединяйтесь, да, а в результате погибает. Я знаете почему? Извините, потому что у Мара, Николай, это Мара, были ефетических языков, Да. это вот такая идея.
Вот, а он сказал, что Яфета, вот это, потому что языки, да, он смотрел как-то по-религиозному. То есть он сказал из одного корня, вот Яфета, например, какие-то языков идет. Он выделил 4 первобытных элемента, на которых будто это самое человечество каменного века говорил. Саль, Дер, Рош, Йон. Это он считал 4 первые элемента всех языков. Тот же Василий Иванович, вот, когда уже Мара стали громить, после работы Сталина, вопросы наказания, он также разгромил Сталина, вот, и к Василию Ивановичу стали подходить, и вот, напишите, вы же его ученик, вы должны осознать свои ошибки, вы должны покритиковать Мара. И он держался как скала. Да. Несколько лет ничего не писал. У него были всякие неприятности. Его статья была даже Талуши. Но потом он, да, даже у меня где-то есть его статья. И потом все-таки Василий Иванович написал статью, в которой, почему я это вспомнила, извините, вот, что у Мара был замечательный мозг, но в котором бы эти самые центры возбуждения очень много. Он был очень креативный человек. И идеи у него без конца, да. Но центров торможения было гораздо меньше. И поэтому он совершенно дивные идеи высказывал, наряду с самыми бредовыми. Он не мог отсеять, у него вот этого самокритики не было. Вот Василий Иванович в таком духе потом высказал. А Николай Яковлевич Маркайша был очень замечательный человек. Великий человек. У меня один вопрос, если я... мы уже все... Вы сказали, что у вас нет доступа до тем работ, на тех работ, которые вы когда-то работали? Нет доступа, вы сказали? Ну, фонды, да? Да, вот, например, талышские эти самые тексты Миллера, они у меня всегда дома лежали. Это была библиотечная книга нашего института. Вот я как-то хотела снять ксерокопию с них, но оказалась такая волынка. Вы никогда не пытались вот эти? Нет, даже сейчас... вам отказали, да? Не то, что отказали, а я не помню, что-то такое. Ну, в общем, настолько оказалось все сложно. Да. Если сложно для вас, то что говорит? Нет, ну сейчас деньги все делают. Платите деньги, и все будет, что вы хотите. Сейчас даже там, вот, я не знаю, в литературной газете постоянно читаю, если вы хотите опубликовать свои стихи этим самым тиражом от 100 или даже от 50 экземпляров, милости просим, обращайтесь к нам. Можете опубликовать книжечку, только денежки сбросить. Лилия Александровна, а мы можем в Талыш-форуме с вами беседу вести? Может кто-то от Талыши вам вопрос хочет, вы можете ответить по-русски? Вот такой, скажем, организуем Талыш-форума, вот так, интервью, то есть, вот это Лилия Александровна, то есть, как называется, живо. Живо, да. Так, нет, если бы Борис Селович, он бы с удовольствием, а я нет. Я женщина. Мне надо хиджаб надеть. Нет, хиджаб у нас почему? Вот моя жена даже не носит, и многие там не не знаю, а носят. вот скажите, слово бурка у вас употребляется или нет? Бурка это у таджиков же. А? Бурка? Да. Это шинель для казаков? Вот, я всегда такой вот чипая бурки, да, вот, плечи высокие, он на коне скачет. А сейчас вот, даже я вырезала это где-то, у меня лежит, что вот афганские женщины, они же вот так надевают, сеточка у них тут, так плотно, и все вот так. Это не по-исламски, это чересчур. Да, чересчур. И да. вот это одеяние называют бурка сейчас на Западе. А я думаю, какая же бурка? Бурка же это совсем другое. Ну ладно. Спасибо вам, Большое. Лилия Александровна, за чай, за угощение, за приятное общение. Спасибо вам. Давно не было такого приятного мне общения. Спасибо вам. Так, Очень спасибо. рада, что... У Марьям Ханума на самом деле тоже вот тяжелые дни, но я думаю, в общении с вами она облегчалась. Да, жила, я тоже ожила. Какой-то Спасибо вам большое. Спасибо, Вам благодарим. удачи, чтобы все как... Я забыл, как по-талышски удачи жили. Хашаджун? Хашаджуни Буба. Хашаджуни Бубана. Удачи вам. Хашаджуни Бубана. А я сейчас больше говорю good luck. Лилия Александровна, аманам башма хашаджуни арзу кардамон. خداوند عالم بشما به دو روزه عمر بوده ساسور
большую Ve жизнь, sağ долгую soru жизнь bakalım. вам. Da, sağ soru da oradan. İnşallah şuma sağ soru юбилея da ama kırda bu balon. Hamat oluşun. Соберемся на столетие На столе, юбилея, да, на столе, иншаллах. Спасибо вам. Спасибо.